например, подранки. Ну, зачем такая негуманная охота? Те под 1,70 м приклады на итальянцев, ой, они не могут удержать 32 грамма. Наши российские есть ружья, где вот затыльник вот так вот. Привет, друзья! Сейчас я хочу рассказать вам особенно про приклады. Мы разрабатываем приклады, друзья. Почему я пришел к этому, хочу немножко рассказать. Потому что хотелось улучшить стрельбу. И я понимал, что от правильного приклада процент попадаемости намного лучше. И это привело меня к тому, что я выполнил мастера спорта, вот, когда поставил новый приклад. Но до нового приклада я стрелял с итальянского ружья, у которого был приклад штампованный. Я заработал себе хондроз, друзья. Хондроз. Вот. Очень сильно стрелял, было большое намерение выполнить норматив мастера спорта. Вот. И я очень сильно сутулился, вот, не понимал много маленьких деталей в стендовой стрельбе. Но на самом деле эти детали, мелочи, они как раз приводят к одной большой победе. Приклад это, ребята, просто это плечевой упор для того, чтобы человек стал продолжением руки или, я не знаю, там, приклад рука и продолжение руки, например, да, или продолжение тела, чтобы человек мог остаться в естественном положении. Вот эту идею я доношу до сведения до многих стрелков, и меня сразу быстро понимают дети, любой человек, которому я говорю, что вот остаться нужно в естественном положении, человек сразу понимает. Потому что он скидывает, видит, что он что-то делает другое, иное. И в силу этого, друзья, у человека, как раз когда он смотрит глазами, очень важно здесь работает. Я в последнее время начал работать как ортопедолог или ортопед, врач, потому что много работаю с телосложениями людей, вот, где рекомендую людям не делать себе сложное, не делать как-то трудно, когда стреляете по мишени, а легко посмотреть на мишень, а для этого нужно, чтобы шея у вас при вкладке, что значит при вкладке? При полном плотном прилегании, да, скулы к ружью, чтобы у вас не защемлялся правый и левая артерия внутри позвоночника. К сожалению, внутри позвоночника проходят две артерии. Очень важный наш орган, мозжечок или вестибулярный аппарат, так называемый. Попробуйте вот часто так вот 10 или 5 раз сделать, как вы почувствуете помутнение в глазах. Это недолго. А тут, представляете, человек стреляет больше 10 раз и все время вкладывает. Кровь не поступает, а мозг требует очень много питательных веществ, кислорода. Поэтому ему нужно человеку оставаться в естественном положении. И вот это просто как ортопедический, я не знаю, там не корсет, не матрас, не стелька, а очень важный предмет, который не дает человеку сделать что-то иное, что-то другое, чтобы человек стал другим, скажем так. Чтобы ему было комфортно стрелять, чтобы он не чувствовал отдачу, чтобы он не только попадал, чтобы форма приклада не давала ему больше делать каких-то действий ненужных, дальше больше. Чтобы это был стоп, такой лимит, друзья, да, по длине, там, по хвату, по руке, по пальцам, по высоте, например. Все мы разные. Поэтому я просто предложил такую идею, как мне, взрослому ребенку, более-менее понятно, не используя вот этих заумных слов, боже мой, которые я даже не читал в этих учебниках по этому ложевому делу. Я пошел от обратного, от самого себя, то, как мне это реально, а не то, как мне говорят. Смотреть сюда, тут какие-то термины используют, и это очень непонятно становится. А когда я понял, что нужно просто остаться в естественном положении, мне стало понятно, другим тоже стало понятно, в основном охотникам. И многие со мной может согласятся в этом плане. Поэтому это не культ, это не тот предмет, который нужно на него молиться. Это просто наполнитель, конечно, друзья. Наполнитель или тесто, или пластилин, или деревянный наполнитель, как я его проще называю. И, конечно, у нас приклады не рабочие. То есть, что это значит рабочие? То есть, применимые на практике, которые дают результат, как называемый, чтобы человек не обращал внимания на ружье в целом. Вот как пример с болотниками, с чашкой кофе, с одеждой своей, которой вы не чувствуете вес. Также и ружье. Вообще не должно быть внимания на ружье, друзья. Это можно достигнуть благодаря прикладу. Но прикладу рознь. Вот, и приклад, и навыки, они идут бок о бок. Это фундамент. Навыки – это количество повторений привычки к
осознанию. И сама по себе стрельба, она получается, когда идут бок о бок. Если вам повезло, ваш приклад подходит более-менее, но мало людей, кому подходит заводской приклад. Вот. Но в основном все по кругу меняется. По прикладу все по кругу меняется. И там как раз идут миллиметры, друзья. Там 5 миллиметров, там не 50 миллиметров, не 5 сантиметров. 5 миллиметров, 7 миллиметров, там спуск 20 миллиметров, да. Ну вот, что я предлагаю. Это вот гребень поднимается, чтобы можно было настроить глаз по центру. Вот так в сторону он отодвигается, по диагонали, вверх, вниз. Вот спуск затыльника, вниз, вверх, тоже по диагонали. Вот в эту кривую от подбородка он спускается вот так вот на 5 часов. Тоже вот поворачиваете. Вот есть такой спуск затыльника, но тут тоже он спуск затыльника. Вот удлиняющая часть, рукоятка, вот эта вот часть, чтобы не спускалась. Вот тоже называемый такой предел, чтобы рука туда не заходила больше. Ну, некоторые не любят это, некоторые любят по-разному. Просто, ребят, это вот просто, я еще раз говорю, наполнитель, чтобы человек не стрелял по мушке, не стрелял по планке, не стрелял осознанно или не, ну, по планке, да, сверяя там ту мишень, которая стоит, с мушкой сравнивая и нажимая. Он в основном стреляет в лед. Очень многих мужчин нравится стрелять в лед, друзья, на лету или там, как говорят, да. Вот, всегда вот птица летит, но как-то мужчины любят вызов. Они не стреляют то, что сидит, они скажут, может быть, чтобы оно взлетело, например, да. В крайний раз они делают какой-то вызов, чтобы не так просто было там, отправили какой-то дрон, и он там перестрелял все и там взял и принес. Нужен какой-то вызов, нужны какие-то препятствия, чтобы мужчина знал, что ему нелегко было это все добыть. Вот, поэтому как бы приклады, да, я еще хотел сказать, что вот такое слово приклад отправляет к глаголу прикладывать. Это значит плотно прилегать что-то к чему-то, обязательно плотно, чтобы не было люфтов. Если у вас есть какая-то часть, неприжатая часть к, скажем, вот в эту часть, где у вас там торчит, например, да, или где-то там, например, не полностью прилегает, и вы пытаетесь там докомпенсировать мышцами своими, то, ребята, какой бы вы ни были весом человеку, вы все равно будете, не сможете удержать кончик ствола, и они сноп дроби будут уходить поверху. Вот, сноп дроби, центр сгущения, здесь много процентов дроби, да, а здесь мало, да, подранки. И вот этой нижней частью осыпи всегда попадают там двумя дробинками, например, подранки. Ну, зачем такая негуманная охота? Где-то сгнило или где-то там, не знаю, зашло под корягу. Вот, и этот... Мужчин очень много с Москвы звонит, в Московской области, в центральной России, которые под 1,96 м, по 2 метра. У них вот эти под 1,70 м приклады, под 1,65 м на итальянцев низкорослых, левую и правую руку. И они не могут удержать 32 грамма на веске, да, дроби. Они не могут. Они говорят, почему-то вот все поверху или сзади, поверху, сзади. Все сразу становится и понятно, что не хватает длины, спуска затыльника, друзья. Ну вот верхний угол, чтобы обгонял, допустим, вот эту часть. Не вот так, вот приклады вот такие вот, наши российские есть ружья, где вот затыльник вот так вот. Разве видите, где у меня затыльник не прилегает, видите, да? Они вот такие вот заводы. Надо, чтобы он был полностью вот так вот ложился. Поэтому надо, чтобы угол этот обгонял. Поэтому у мужчин некоторых не хватает веса не хватает, чтобы удержать его вплотную, прикласть его вплотную, чтобы можно было быть продолжением ружья и комфортно нажимать на спусковой крючок. Вот такое, друзья, видео короткое про приклады. Обязательно обращайтесь ко мне, могу помочь прокачать ваш существующий приклад. Советами может у нас закажете, может у себя по месту. Но это очень важная вещь. Потому что рано или поздно все равно вы будете охотиться своего. Но когда-нибудь вы все равно придете к нему. Правильно. Ребята, заходите на наш сайт yakutsniper.ru. Приклады, которые можно посмотреть в сетях или в YouTube можете посмотреть. У меня в шапке профиля есть телефон, WhatsApp. Выходите, всегда рад помочь вам.